до этого нашего мероприятия проводилась достаточно объемная работа по подготовке к этому мероприятию. Были проведены рабочие встречи. Даже вот совсем недавно провели совместное заседание комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса и экономическому развитию. На федеральном уровне проводились не раз мероприятия, где участвовали наши, мною названные и эксперт Общественной палаты, председатель Общественного совета Минэкономики и председатель комиссии Общественной палаты. Были много резолюций по решению, по озабоченности, по проблематике в этом направлении. Но знаете, что я бы хотел из этого вот проведенного мероприятия, вот подготовительных мероприятий, я бы хотел бы вот докладчики и содокладчики, которые у нас есть, чтобы сегодня мы получили, кроме общего видения решения этой проблемы, обратить внимание на вот следующие обстоятельства, на которые можно было бы получить ответы здесь у нас. Вы знаете, вот есть принята в республике госпрограмма по развитию горных территорий. Наверное, многие знают, но если кто не знает, тоже чтобы имели в виду. Эта госпрограмма предусматривает 6 направлений. И работает она практически с 2019 года. И знаете, на что хотел бы обратить внимание? Просто потом мы обобщим еще. В 2019 году 1,8 миллиона рублей было выделено, освоено, как я полагаю, на организацию мини-переработки сельхозпродукции в горных районах. Мы пока не знаем результат. Что дало выделенные эти средства и каков результат? Получен ли какой-то результат? Эти докладчики, содокладчики в курсе этой темы, из их уст хотелось бы это услышать. В 2020 году, обратите внимание, 60 миллионов рублей было бюджетом республики предусмотрено на эти цели. Освоено 3%, 2 миллиона рублей. Обратите внимание. И результат освоения даже этих 2 миллионов рублей хотелось бы сегодня услышать, узнать. В 2021 году, посмотрите, 90 миллионов рублей, 48 миллионов рублей уже освоено. Остальные, 40 с лишним миллионов еще не освоенных денег. Но даже если освоенные деньги, опять-таки, результат освоения, что получилось, что мы имеем, я подчеркиваю, в горных территориях. Вот здесь у нас, когда в ходе дискуссии был такой разговор. Эти, говорят, теплицы, то, другое. Я говорю, да, это теплицы великолепно. Но появились ли теплицы в горной местности, а не в равнинной, получив деньги на развитие горных территорий, и если они там в Махачкале появилась теплица, это все равно появилась теплица, это хорошо, но это не есть решение проблем горной территории. Понимаете, вот такая, чтобы акценты были расставлены. И знаете, что здесь я хочу привязать вот к этим цифрам, вот все-таки обозначая, что все-таки не все пока делается по развитию горных территорий, привязать к этим позициям вот такую статистику. Вот тоже один из выступающих подготовил у нас. Во-первых, у нас около 45% территории это горные территории, чтобы вы знали. Если республика за последние 20 лет население республики увеличилось на 21%, горной территории это показатель 2 раза почти вместе, на 12% только увеличилось. То есть вот представьте себе, в горной территории было 504 тысячи населения, сейчас 564 тысячи, то есть рост небольшой. Это статистические данные. А разве мы, сидящие здесь, не знаем, и даже из этих 504 тысячи, что может быть больше половины, это фактически здесь не живут. Живут в городах, в районе, за пределами республики. И почему? Потому что, я думаю, главная причина то, что нет рабочих мест. Нету стимулирующих факторов, чтобы их сдерживало
вот население. Вот хотелось бы вот на эти моменты сегодня, что вот у нас что предметная беседа пошла. Я почему эту статистику беру? Потому что итогом нашей беседы, чтобы было понимание, ответы на эти вопросы, если это возможно. И безусловно, вторым вопросом мы обсуждаем развитие горного туризма. Это новое для нас. Это, как представляется, перспективное. Это, конечно, есть один из моментов, которые действительно создают какие-то рабочие места в горной местности. Мы даже ехали по дороге, видели, значит, различные такие мини-предприятия, которые, значит, интересны для туризма. Поэтому это как фактор, который положительно отвечает на эти вопросы, но который нуждается в очень такой перспективном развитии и рассмотрении. За последние 30 лет продукция, сельхозпродукция, переработки в горных территориях по Дагестану сократилась в 10 раз. Производили 350 миллионов условных банок, сейчас производят только 30 миллионов условных банок. Вот такие проблемы у нас есть. А в перспективе нам необходимо как-то внести свой вклад для того, чтобы горные территории получали развитие, и это приводило к закреплению жителей на территории горной местности. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые коллеги, участники сегодняшнего совещания. Мне очень приятно, что сегодняшнее совещание проходит в Хунзасском районе, который сегодня имеет передовой опыт по развитию туристического комплекса. Можно сказать, что сегодня в Хунзасском районе этот опыт большой, и они могут этим опытом с нами поделиться с теми районами, каким путем они шли, как они достигали этих показателей, что необходимо делать, чем руководствоваться. Конечно, развитие горных территорий сегодня имеет большое значение, она выполняет те задачи, которые сегодня стоят в сфере занятости и укоренения людей в сельской местности, и реализации тех задач, которые стоят в доктрине продовольственной безопасности страны. Я должен сказать, что горные территории Республики Дагестан включают в себя 1186 населенных пунктов. Это 72% от общей численности населенных пунктов республики, которые расположены в 33 муниципальных районах. В зоне особых условий находится свыше 2000 метров над уровнем моря 184 населенных пункта. Мы должны понимать, что создание инфраструктуры, производственных комплексов, реализация каких бы то ни было проектов и программ, это накладывает на себя именно в горной зоне особые условия и особые сложности. Горные территории республики занимают 44% площади Дагестана. Численность населения по статистике на 1 января 2018 года составляет 931 тысяч человек. Это 32% от общей численности. Какие программы сегодня работают в развитии социально-экономического развития горных территорий? Одна из программ, куратором которой является Министерство экономического развития Республики Дагестан, это программа социально-экономического развития горных территорий, которая утверждена постановлением правительства Республики Дагестан еще в 2020 году. Этапы сроки реализации 2020 и 2024 годы, общий объем финансирования 1 миллиард 188 миллионов рублей, в том числе из республиканского бюджета 500 миллионов рублей. Исходя из того, что сегодня горные территории обладают значительным потенциалом земельных и рекреационных ресурсов, как для развития сельскохозяйственного производства, так и для развития туристско-рекреационной деятельности. По информации сегодня, значит, официальной информации, сегодня потенциал Республики Дагестан в развитии туристического кластера, поток туристов, который ожидается, он составляет, если в прошлом году он был 1 миллион, то в этом году по прогнозируемым цифрам порядка 2 миллионов рублей. Численность безработного населения горных территорий зарегистрирована в органах государственной статистики на 2018 год с 12,7 тысяч. По республике цифра составляет 24,3 тысячи. Сохраняется устойчивая тенденция, как здесь было уже сказано, оттока населения, то есть миграции населения с горных территорий на низменность. В период с 2017 по 2018 год, значит, миграция составила с 2340, она дошла до 4852 человек. Более 2,5 раза эта миграция выросла. Уровень благосостояния людей, конечно, в горных территориях значительно ниже среднего уровня по республике. Актуальным для населения горных территорий является низкое качество услуг по, значит, электроснабжению,
У нас 796 негазифицированных населенных пунктов в горной местности. Это вопросы медицинского обслуживания. Говоря о вопросах медицинского обслуживания, мы говорим сегодня по своему Гунимскому району, могу привести такие цифры, когда говорят сегодня, значит, по ФАПам или по больницам, сельским больницам возникают вопросы и идут сокращения персонала, связанные с тем, что персонал не загружен. Мы вносили в свое время и у себя, когда обсуждали вопросы развития АПК, что о предложении механизмов реализации на базе таких сельских больниц, значит, реабилитационных центров, профильных реабилитационных центров, учитывая загруженность тех, значит, лечебных учреждений в городе. И это немного дало бы возможность сохранить и штаты по этим больницам, и проводить именно реабилитацию по ковидным, или по онкологии, или по другим болезням. Продукцию, которую сегодня производят, основная часть продукции, это в горной территории 205 тысяч личных подсобных хозяйств, порядка 80-85% продукции, которая сегодня, сельхозпродукции, которая производится, это продукция, которую производят в личных подсобных хозяйствах. И, конечно, те меры поддержки, которые сегодня реализовываются по различным программам, они очень важны, чтобы те люди, которые производят продукцию в своих личных подсобных хозяйствах, могли участвовать в мерах господдержки и субсидирования той продукции, которую они производят. Конкурентные преимущества городов территории республики – это наличие собственной сырьевой базы, это экологичность, наличие рабочей силы, высокий внутренний спрос на производимую продукцию. Я могу сказать, что по некоторым позициям это производство риса, производство винограда и виноградной продукции, производство, значит, мяса баранина. Это брендовая продукция, которая сегодня известна далеко за пределами республики и пользуется большим спросом. Наш рис идет на, значит, востребован, идет на изготовление детского питания. Какие рекомендации по, значит, в ходе обсуждения развития горных территорий в прошлом году, в декабре месяце, были и в Общественной палате Москвы с участием нашей Общественной палаты Республики Дагестан. Вот здесь наш коллега Мудуев Шахмардан Садыкович сидит, значит, заместитель председателя рабочей группы по развитию и разработке федерального закона о развитии горных территорий, который будет систематизировать те нормативные и правовые документы и создаст одну единую законодательную базу в области охраны и развития горных территорий не только Республики Дагестан, но и всей России. Над этим работает, возглавляет эту же рабочую группу наш же коллега Магомедов Айгун Халидович, член Общественной палаты Российской Федерации. Я думаю, он отдельно Шахмардан Сидикович об этом скажет. О реализуемых проектах, которые сегодня реализовывались по развитию горных территорий, по куратором которых является Минэкономики, там 6 мер поддержки, это субсидирование 50%, но не более 3 миллионов на приобретение оборудования по производству пищевой продукции, субсидирование 50%, но не более 3 на строительство малогабаритных теплиц, субсидирование 50% затрат на не более 3 на строительство логистических автораспределительных центров хранения продукции, субсидирование 50% на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции, ну и субсидирование 50%, но не более 200 тысяч рублей на покупку гражданами личными подсобными хозяйствами малогабаритной техники. И предоставление грантов в форме субсидий в размере 95% затрат на закладку интенсивного сада, это 500 тысяч рублей. Объем средств, заложенный в республиканский бюджет из 90 миллионов, значит 48 миллионов только рублей освоено. Именно по какие критерии, что, по каким причинам отклонения от заявок, что называется именно причинами, по которым неосвоение средств. Из 33 районов, которые должны были участвовать в программе, только 21 района участвовали. Основные причины — это не предоставление, то есть несоответствие предоставляемых документов установленным требованиям. Вот здесь я вот остановлюсь у себя тоже в Гунибе, когда мы проводили актив, мы говорили, вот есть отделы управления по развитию сельских территорий муниципального образования, есть отдел развития сельского хозяйства. Мы говорим, почему нельзя сегодня, хотя они и фактически являются кураторами ответственными, очень важно, потому что перечень сложный, тяжелый. Просто фермер или сельхозтоваропроизводитель не сможет по этому перечню готовить документы. А есть центры компетенции сегодня в каждом ведомстве, и в Минсельхозе, и в Минэкономике, и в Минтуризме, чтобы совместно они работали, первичную подготовку документов проводили у себя, и уже подготовленные документы уже подавали.
Второй вопрос – это отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок. Это тоже проблема номер один, потому что сегодня составление генпланов сельских поселений, разграничение территорий на земли промышленные, сельхозназначения, рекреационные, значит, тоже вопрос стоит, должен быть генплан должен пройти общественные слушания. После этого он уже утверждается, и нужно, конечно, необходимо финансирование. Сегодня финансирование по реализации генплана и разграничению земель составляет порядка от миллиона до 1,8 миллиона рублей. То есть это тоже сегодня бюджет района, возможно, тоже тяжело закладывать. Сегодня мы не можем найти заказчика. Заказчика, если мы находим, то средств нет. То есть это не дает возможность сегодня участвовать многим сельским поселениям во многих программах. Не только в тех программах, куратором которых является Минэкономики, но и куратором которых является Минсельхоз. Это комплексное развитие и обустройство сельских территорий. Это программа, значит, гражданских инициатив по сооружению комфортной среды. Вот такие программы. Ну и третий вопрос, это, я уже говорил, то есть низкая активность жителей, ну, наверное, связано с тем, что перечень требований достаточно большой, и им тяжело с этим, значит, подготовкой документов. Инвестиционный паспорт, мы тоже рекомендации давали сегодня для того, чтобы готовить проект развития, комплексного развития сельских территорий, чтобы инвестиционные паспорта, муниципальное образование готовили, порядка 20 наименований перечней тоже. И тогда мы могли бы видеть картину, какова ресурсная база, значит, там, в том числе по переработке, по производимой продукции, земельные, водные и другие. Ну и, значит, вот одни из наших рекомендаций. А так программ, конечно, очень много реализуется, и мы сегодня понимаем, что развитие горных территорий возможно только участвуя вот в всех этих программах. По линии Минсельхоза это развитие комплекса сельских территорий, по линии туризма это развитие туристско-рекреационного комплекса. Она, программа реализуется в 2 этапа, 22-25 год, второй этап, подпрограмма санаторно-курортные комплексы. Потом идет государственная программа по развитию горных территорий. Идет тоже новая программа, она идет в развитии, в разделе развития сельского хозяйства. Значит, куратором этой программы является Минсельхоз, агротуризм. Я вам здесь тоже хочу сказать, что общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, которую люди могут приобретать и участвовать в приобретении этого оборудования, составляет порядка 44 наименований. Приветствую всех. Хочу в своем докладе рассказать об реализации программы социально-экономического развития горных территорий Республики Дагестан, с какими проблемами сталкиваются граждане, какие пожелания у министерства и как вообще реализуется данная программа Министерства экономики и социального развития Республики Дагестан. Данная программа, как я Абдурахман Гармович говорил, предоставляется субсидии в размере 50%, до 50%, но не более 3 миллионов на строительство малогабаритных теплиц, на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, на создание предприятий по производству промышленной продукции и на создание оптово-распределительных центров. Также субсидия предоставляется также до 50%, но не более 200 тысяч рублей на покупку малогабаритной сельхозтехники. И также эта субсидия ранее была в размере 50 тысяч, ее увеличили до 200 тысяч. Также субсидию на закладку интенсивных садов также увеличили размер субсидирования до 500 тысяч рублей. Программа, по идее, функционирует, но функционирует на сегодняшний день очень слабо. Желает освоения бюджета, желает оставлять желать лучшего. По идее, в бюджете заложена сумма, например, в 2020 году 60 миллионов, в 2021 году 90 миллионов. И всего этого в 2020 году сказали, как было сказано, 3% всего лишь 2 миллиона, когда осваивается из 60 миллионов, и из 90 миллионов, например, осваивается только 48 миллионов. Я по годам расшифрую, как это все осваивалось. Но в 2019 году первоначально там бюджет тоже не такой же большой был, 1 850 000.
Из них на создание мини-переработающих производств 2 проекта было, которые, один из которых был на закупку оборудования по производству хлебобулочных производств и продукции, и другой проект был на закупку оборудования по производству сыра. И один из проектов на строительство малогабаритных теплиц. В следующем, в 2020 году бюджет был запланирован в размере 60 миллионов, из них освоилось всего лишь 2 миллиона 109 тысяч. И то из них получается 109 тысяч на закупку оборудования малогабаритной сельхозтехники всего лишь. И было 2 миллиона заложено на подготовку, на анализ социально-экономического развития горных территорий для университета, для Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Поясняю у министерства, как это дело освоилось и результаты всего этого. Дагестанский государственный университет по плану собирается только к сентябрю предоставить весь этот материал анализа, как вообще их видение, где какие слабые места и где вообще они рекомендовали бы финансировать эту программу. Далее в 2021 году, получается, было заложено субсидии в размере, общий бюджет составлял 90 миллионов, из них освоилось только 48 миллионов. И то из них получается 16 миллионов на строительство малогабаритных теплиц, 2 проекта на создание автораспределительных центров, также 70, основной бюджет получается 25 миллионов на закладку садов интенсивного типа и приобретение малогабаритной сельхозтехники. По результату анализа Минэкономики получается, вообще запрашивает и реализуется проект на малогабаритные теплицы, также и сельхозтехника малогабаритная, и как увеличилось финансирование и размер бюджета на закладку садов, тоже начали запрашиваться и получать гранты на это дело. А так проблема, в чем заключается проблема малой освоимости бюджета и почему мало запрашиваются, заявители тоже мало. Во-первых, как и само министерство поясняет, это малая освещенность населения, малая информированность населения получается. Кроме как на сайте министерства, получается, информация нигде не выложена, но на сегодняшний день, только в этом году, они говорят, что они начали доводить до муниципалитетов, поручать управление экономикой муниципалитетам. Не знаю, насколько у вас это поручено, и как-то вот так хотя бы стараются эту программу довести до населения. Это первая проблема. Следующая проблема заключается, опять-таки, упирается в земельных вопросах. В основном в документах проблемы заключаются в земельных документах. Они все оформлены, все получается неправильно. В 2021 году еще финансирование распределялось 15 миллионов корпораций развития Дагестана, которые тоже в своей программе предусматривают распределить этот бюджет в сфере туризма, но также у них они тоже упираются в свои бюрократическую кабалу, у них тоже по организации распределения никак не успевают, и бюджет предоставляется в конце года, и от того, что они не успевают, финансирование приходится им возвращать бюджет обратно. Уважаемые коллеги, салам алейкум, добрый день. Информирую вас о проделанной мной работе по сбору аналитических данных по следующим вопросам. Отток населения из горных территорий в равнинные населенные пункты и доля Дагестанской
продуктов, переработки, торговых площадках и прилавках магазинов Республики Дагестан. Мы знаем, что большая часть территории Дагестана является горной местностью. В горных территориях республики отнесены 1000 населенных пунктов, 33 муниципальных районов республики составляет чуть более 50% от всей территории региона. Проблема оттока населения горных территорий республики озвучивались систематически, но ни для никого не секрет, что население начинает покидать обжитые места в первую очередь из отсутствия условий для проживания, неразвитости социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Современная молодежь хочет идти в ногу со временем, более тяготеет к новым технологиям и не хочет заниматься тяжелым трудом в селе. Проведенные мною аналитики показывают, что отток населения горных территорий наблюдается последние 20 лет. Несмотря на то, что этот период естественный прирост населения республики увеличился более чем на 21%, а в горных территориях за этот период увеличился всего на 12%. Так, по официальной статистике, в горных территориях в 2002 году общее процентное соотношение населения составляло 19,5% от общего числа населения, а в 2021 году уже составляло 18% от общего числа населения. Если брать эти данные во внимание, то население горных территорий за 20 лет имеет менее выраженную тенденцию по сокращению населения и составляет 1,5% разницы, что не соответствует реальности. Подводя итог, можно сказать, что одним из важных факторов, определяющих успешное решение задач устойчивого развития сельских территорий, является активное участие молодежи в процессах социального преобразования в селе и вовлечения их в процесс комплексных развития сельских территорий. Но для интеграции молодежи в этот процесс, конечно, надо решать проблему по ее оттоку. Причина, которая, как я уже сказал ранее, безработица, отсутствие комфортной среды и социальной коммуникации. По второму вопросу, здесь доля местных поставщиков в общем ассортименте товаров, переработки сельхозпродукции по предприятиям всех видов собственности составляет доля дагестанского 35-50%. Наибольшая представленность местных поставщиков зафиксирована в следующей категории. Хлеб, хлебобулочные изделия 90-95%. Коры и куриные полуфабрикаты 65-70%. Сыры твердые 50-55%. Молоко и молочные продукты 45-50%. Рисовая крупа 40-45%. Колбасные изделия и деликатесы 35-40%. Соки и нектары 30-35%. Консервные, плодовые, ягодные, овощные 20-25%. Молочные изделия 20-22%. Мясные и рыбные консервы 12%. А доля продукции поставщиков на прилавках, доля продукции местных поставщиков на прилавках торговых сетей в общем ассортименте составляет 8,1%, а в 2020 году было 6,3%. А доля социально значимых товаров 11%. На сегодняшний день. Наибольшая представленность местных поставщиков в следующей категории. Это хлеб, их в общем ассортименте получается. Хлебобулочные изделия 86%, мясная гастрономия 26%, замороженные продукты 16%, мучные кондитерские изделия получается 10,3%. Часть дагестанской продукции вводится за пределы субъекта. Хочу с вами посоветоваться. Значит, вот выступили у нас по вопросу по программе социально-экономического развития. И есть еще следующий вопрос, значит, социально-экономическое развитие горных территорий. И вторым вопросом у нас идет о развитии горного туризма. Есть предложение, что это отчасти захватывает и первую часть вопроса, то есть говоря о развитии горных территорий, связанной с развитием горного туризма, она отчасти решает эту проблему. Если не возражаете, дадим слово Дибирову Кайтмазу и Амару Шамай Магомедовной, да. И потом продолжим обсуждение вопроса, если у вас кому будет, уже с места можно будет все это сделать. Нет возражений, да? Нет. Пожалуйста. В своем докладе
опишу кратко информацию про весь Дагестан, а на фоне, именно на Хунзарском районе, наверное, расскажет лучше Шамай Магомедовна. Значит, в настоящее время индустрия туризма – это одна из самых перспективных и динамично развивающих отраслей экономики Республики Дагестан. Имеет значительный мультипликативный эффект в сфере туризма и отдыха, должна выступить катализатором социально-экономического развития территории, стимулировать развитие смежных отраслей экономики, положительно влияющие на рост занятости населения именно в горных районах, развивающие инфраструктуру и коммуникации муниципальных образований республики. Развитие туризма также определяется в рамках стратегических программных мероприятий, стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года. Республика Дагестан предложена модель развития туризма республика по 5 приоритетных туристических территориях, развитие которых не развито, связано с туристическим продуктом. Это туристические территории прибрежная, южная, горная, северная и среднегорье. Определение приоритетов их развития и точки притяжения. Правительственной рабочей группы определены границы наиболее перспективных территорий кластеров. Это прибрежный кластер, Сулакский каньон, горный кластер, кластер активного развития и рыболовства и Дербент как новый центр туризма России на Каспийском море. Сформированы земельные участки, ведется комплекс мероприятий по переводу земель соответствующих категорий земельных участков для строительства туристической инфраструктуры. В горной части определены территории развития кластера Сулакский каньон, горный кластер, сформированы земельные участки под инвестиционные проекты. В ближайшей перспективе огромную роль развития горных территорий будет иметь туристический рекреационный комплекс, который представлен уникальными историческими памятными маршрутами. Это отрасль, которая только начинает формироваться и способна оказать положительное влияние на сопутствующие и смежные отрасли агропромышленного комплекса Республики Дагестан и художественного промышленного комплекса. По экспертным данным, в 2021 году турпоток республики составил свыше 1 миллиона человек. Только Сулакский каньон посетило порядка 300 тысяч человек. В настоящее время в горных территориях Дагестана функционирует, здесь сказано количество тоже указано, более 55 туристических баз и зоны отдыха. Также 17 санаторий на 570 койко-мест, это в горных зонах определены. Значит, наиболее крупные из них расположены в Гунибском районе, это санаторий Гуниб на 110 койко-мест, пансионат Раде на 40 койко-мест, это и в Ахтимском районе, это ревматологический санаторий и грязолечебница. Так. Значит, в горной части реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Алияк, это в Сулейман-Старском районе, а также строительство альпинистической базы Яридак в Дагуспаримском районе. Общая стоимость проекта более 3 миллиардов рублей. В Хунзарском районе тоже ведется строительство туристического рекреационного комплекса. Общая стоимость порядка 355 миллионов. Ряд инвестиционных туристических проектов находится на финальном стадии реализации. Планируется к завершению в текущем году. В Гунибском районе завершается реализация инвестиционного проекта Чох-Росо. Построена гостиница, коттеджи, банный комплекс, парковка на 100 машинных мест, вертолетная площадка. В Хунзарском районе также вводится эксплуатация первый этап реализации инвестиционного проекта «Эколент» на 50 мест размещения. В Гумбетовском районе завершается строительство первого этапа уникального агротуристического инвестиционного проекта возрождения горного села Старый Село на 50 мест размещения с конно-спортивным комплексом. Меры поддержки, какие проводятся тоже. Значит, меры поддержки. Министерство по туризму вводится в виде грантов, субсидий для предприятий сфер туризма и народных художественных промыслов Республики Дагестан. Значит, субсидии на возмещение части затрат на подрядные работы, связанные с развитием инженерной инфраструктуры, на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения. Еще возмещение части затрат на приобретение оборудования, инвентаря
на возмещение части затрат по приобретению технологического оборудования и инструментов сырья, материалов производителям народно-художественного промысла, реализацию конкурс проектов на поддержку местных инициатив, грантовая поддержка, направленная на развитие туризма в муниципальных образованиях Республики Дагестан. Субсидии предоставляются на строительство, ремонт, реконструкцию объектов, направленные на улучшение туристической привлекательности. Участвуют в конкурсном отборе могут муниципальные, внутригородские районы, городские округа, сельские, а также органы местного самоуправления. Кроме того, Республика Дагестан прошла отбор из всех регионов Российской Федерации и попала в список 19 регионов, которым выделен финансирование из резервного фонда на обеспечение поддержки общественных инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения на сумму 150 миллионов рублей. До конца текущего года будет реализовано 10 проектов, создано 60 рабочих мест и 300 новых мест размещения. Здесь есть также и динамика развития туристической отрасли и народных художественных промыслов по сравнению, начиная с 2016 года, заканчивая 2021. Если кому интересно, могу предоставить. Сейчас эти цифры, наверное, никому не будут интересны. Ну, когда ехали сюда, тоже мы видели несколько таких туристических комплексов, которые уже строятся и на территории Хунзарского района, и на территории Муцукурского района. И все согласны в том, что туризм будет являться каким-то стержнем, каким-то импульсом развития вообще экономики горных районов. И при разговоре с главой района и Намагомед Масуд Гаджиевич, он тоже уже сказано, что это самая первая цель, это благополучие людей, которые живут в горных территориях, и, естественно, и условия жизни тоже. Вот это самая главная цель. Одним из главных направлений социально-экономического района является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма. За 2021 год наш район посетили более 190 тысяч туристов. Количество туристов каждым годом значительно увеличивается. Администрация Хунзарского района проводится работа по улучшению туристической привлекательности муниципалитета. По плану для обеспечения безопасности установлены предупреждающие знаки местности Матлас, Мочевское озеро, Гацатлинская ГЭС и Цолотлинский каньон. По району также установлены дорожные знаки туристической навигации. И на 7 знаков, и на этот год планируется установить еще 10 знаков. У Цолотлинского каньона развита парковая зона, где посажено 60 берез и лип при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 50 павлоний посажено при поддержке благотворительного фонда «Шанс». На сегодняшний день в районе установлена туристическая остановка. Кроме того, функционирует 8 площадок для массового отдыха и проведения событийных мероприятий. Проводится также планируется строительство 2 смотровых площадок. Это в местности Матлас и водопада Тубот. Также на 2023 год планируется освещение Аранинской крепости и каньона. Также ее реконструкция. Внимание также уделяется и санитарному состоянию туристических объектов. На регулярной основе идет уборка мусора, проводятся субботники. Все места прохождения туристических маршрутов оборудованы урнами. В районе на сегодняшний день также функционирует более 20 гостевых домов. 20 гостевых домов находятся на стадии внесения в реестр. Летний период также в районе функционируют такие виды экстремального туризма, как зиплайн, джипинг, джампинг. Также развивается направление пешего и конного туризма. Для привлечения туризма ежегодно администрация проводится экскурсии на Мочевское озеро, Цолотлинский каньон и на гору Акаро с приглашением студентов с различных вузов и молодежи. В 2021 году 3 туристических маршрута Дагестана стали победителями конкурса «Открывая всю Россию». Один из признанных лучших маршрутов реализовался в Хунзарском районе. В декабре отделом по делам молодежи, туризма и спорта разработан паспорт муниципалитета. В паспорт включены те объекты, которые представляют интерес с точки зрения туризма. Наличие паспорта позволит развивать внутренний и въездной туризм на территории муниципалитета. По статистике, самыми посещаемыми местами в районе являются
водопад Тобот, Цолотлинский каньон, мемориальный комплекс Журавлин, дом-музей Гамзата Цадасы, Хунзарский историческо-краеведческий музей, местность Матлас, Каменная Чашца, Мочевское озеро. В этом году по проекту местных инициатив планируется построить ограждение с протяженностью 60 метров вдоль обрыва санузлы на Цолотлинском каньоне. В общем, анализируя состояние туристической отрасли, муниципалитет выявил следующий перечень сильных и слабых сторон. Первое – это сильная сторона, выгодное географическое положение, хорошая транспортная доступность, условия для развития пешеходного, познавательного, велосипедного, автомобильного, экстремального видов туризма. Условия для охоты и рыболовства, возможность для развития горного и сельского туризма. Слабые стороны – это большие расстояния между объектами туристического показа, слабо развитая сфера обслуживания, отсутствуют частные инвестиции в туристическую отрасль. Что касается вот этого третьего пункта, на сегодняшний день в муниципалитете планируется построить 8 инвестиционных крупных проектов. Презентацию этих проектов, что можно будет после этого исключить этот третий пункт, слабое звено. Презентацию инвестиционных проектов проведет главный специалист туризма, отдела по делам молодежи, туризма и спорта Гаджимурат Гусейнов. Всем салам алейкум. Добрый день, уважаемые гости. Представляю вам презентацию по развитию туризма Хунзарского района на 2021-2023 год. В период с 2021 по 2020 год в Хунзарском районе планируется реализация 7 инвестиционных проектов. И один масштабный проект – это горнолыжный курорт «Иглс», срок реализации которого планирован с 2022 по 2028 год. Начнем с первого проекта. Это проект «Бутик-отель». Общий объем инвестиций 100 миллионов рублей. На сегодняшний день реализовано 10 миллионов рублей. Проектом предполагается строительство отеля на 4 этажа. На первом этаже будет располагаться ресторан, гостиничные номера. На втором этаже в основном здании также будет располагаться гостиничные номера. На третьем этаже будет занимать номер люкс. На кровле башни предусмотрена смотровая площадка. Также будет построена площадка для отдыха и проведения мероприятий. Также после окончания этого проекта будет открыто 30 рабочих вакансий. Проект Харикалла Escape Hotel. Общий объем инвестиций 60 миллионов рублей. Проектом предполагается строительство канатный мост протяженностью 130 метров, отель в этом стиле на 15 номеров, экстрим парк, коттеджи, строительство бассейна с подогревом, глэмпинг, купольные шатры. На сегодняшний день реализовано 17 миллионов рублей. Инфраструктурные объекты, электроэнергия, водопровод, очистные сооружения, водохранилища завершено на 90%. Канатный мост протяженностью 130 метров находится на стадии заливки фундамента для несущих конструкций. Домики формата A-frame возведено в количестве 6 штук. Следующий слайд. Туристско-реакционный комплекс Хатана. Общий объем инвестиций 30 миллионов рублей. Проектом предполагается строительство сад с фруктовыми деревьями, восстановление лесного фонда, глэмпинг, купольные шатры и кафе национальной кухни. На сегодняшний день функционирует 9 шатров на 18 койко-мест. Кафе национальной кухни на стадии постройки. Туристско-рекреационный комплекс «Эколенд». Общий объем инвестиций 100 миллионов рублей. Проектом предполагается строительство коттеджей, ресторана национальной кухни, ресторана рыбной кухни, гостиничный комплекс, детская площадка и пруд для выращивания рыбы. На сегодняшний день идет стройка гостиничного комплекса, функционируют афрейм-домики на 18 койко-мест. Туристическая база Матлас Эстейт. На территории базы Матлас планируется строительство 3 проектов. Это гостиничный комплекс, ресторан Матлас Лейк и Матлас Музей, а также строительство искусственного озера. Общий объем инвестиционного проекта 200 миллионов рублей. Количество созданных рабочих мест 50. В данный момент освоено 65 миллионов рублей.
Из них гостевые дома 28 миллионов рублей, подстанция 400 квадратов 10 миллионов рублей, внутренняя инфраструктура 18 миллионов рублей, внутренние дороги 7 миллионов рублей. На сегодняшний день Матлас может, на Матласе функционирует 7 гостевых домов на 30 человек, готовых принять гостей. Также функционирует столовая на 30-40 человек. Гостиничный комплекс «Цада». Общий объем инвестиций 25 миллионов рублей. Проектом предполагается строительство гостиницы на 25 номеров столовой. На сегодняшний день гостиничный комплекс подходит к стадии завершения. В начале 4-го квартала запланировано открытие. Гостиница «Журавли». Общий объем инвестиций 15 миллионов рублей. Проектом предполагается строительство гостевых номеров, кафе, бильярдной и теннисной зоны. На сегодняшний день функционирует 6 гостиничных номеров, бильярдной и теннисной зоны. И вот самый масштабный проект у нас последний этап. Горнолыжный курорт «Игл». Общий объем инвестиций 45,5 миллиардов рублей. Концепция проекта – строительство кругогодичного горно-климатического комплекса с широким спектром туристических услуг. Экскурсионный туризм, горные лыжи, бальнеологические услуги. Будет построен конный центр, спа-комплекс, летние бассейны, зоны рафтинга, город мастеров, экоферма, панорамный ресторан. Сроки реализации данного проекта с 2022 по 2028 год, а ввод объектов в эксплуатацию с 2024 по 2028 год. И напоследок хотелось бы сказать, если данные проекты будут реализованы в нашем муниципалитете, у нас будет возможность принять большой поток туристов и возможность представить услуги на высоком уровне. Кстати, такие есть и проекты, которые доверие вызывают. Мне интересно было местный бюджет. Вот цифры, обычно это любой бизнес, это цифры. Цифры. Допустим, я услышал, что 190 тысяч в прошлом году посетили Хунзарский район. Вот. Ну, я вот здесь сделал небольшую для себя арифметику. Вот 190 тысяч туристов 2021 год, но если взять даже 25 тысяч рублей оставляет, я взял 5 тысяч рублей, если они оставляют здесь, на месте. Питание, дорога, услуги и так далее, и так далее. Вот если 25 тысяч рублей, то это 4 миллиарда 350 миллионов должно было остаться в местном бюджете. Если 5 тысяч рублей, то 950 миллионов. Я также посчитал и по всей республике, сколько получается, и Сулакский, то, что озвучили здесь, 300 миллионов, это 7,5 миллиарда. Я считаю, что федеральный центр нам дал разгонный, дал субсидию, господдержку. И вот как нужно сделать так, чтобы местные муниципалитеты имели какую-то ответственность или как-то им, на мой взгляд, нужно больше дать полномочий местным муниципалитетам, чтобы они на местах организовывали эти мероприятия. На ваш взгляд, вот эти получится такие суммы собирать в местные бюджеты? Если такие суммы будут, тогда да, я поверю, что что-то можно будет сделать. Если нет, с федерального бюджета тех денег, которые на проекте, их нету и не будет. Те суммы, которые вы посчитали, это перевозка, проживание, питание и так далее, это не все входит в доход района. Конечно. Доход района входит в лучшем случае небольшое количество, если 190 тысяч жителей сюда приехали, это 10 тысяч, 15 тысяч туристов, которые останутся с ночевкой, а остальные все проездом приедут сюда, посмотрят, уедут и потратят, ну, в лучшем случае 500 рублей, от 500 до 1000 рублей. Этот доход, который получают наши жители, в том числе, с которого уплачивается подоходный налог и поступает в бюджет района, ну, на сегодняшний день это небольшая сумма, это в пределах, можно считать, там 250, 300, 350 тысяч рублей. На начальном этапе я думаю, что это не маленький доход чисто подоходного налога, который поступает именно в бюджет района. Но что касается основная задача наша, раз вопрос задали, надо сказать, вот как Айтмаз отметил в предыдущем своем выступлении, благосостояние наших жителей.
наши жители живут за счет этих туристов. Кто-то выращивает, кто-то готовит, кто-то продает, кто-то принимает этих гостей, кто-то обслуживает и так далее. Поэтому это наша основная задача — занимать людей, когда говорят безработица. 90%. Вот же работа, это и есть работа, это и есть занятость населения, ради чего мы создаем вот эту всю инфраструктуру, которая у нас есть в районе. Вода, свет, дороги, газ, вся инфраструктура у нас, которая развита, это делается ради того, чтобы наши жители могли, чтобы не было оттока населения из горной зоны. А тот доход, который они будут платить, я думаю, когда мы это все наладим, все туристические города живут за счет налогов, которые уплачивают эти предприниматели. Я думаю, что через год, два, три мы придем к тому, что бюджет нашего района будет хотя бы на 10% составляться из этих налогов. Обсуждение это было по существу, по сути, хорошие анализы, хорошие озвучивание проблем, которые возникли. Их немало этих проблем, но с течением времени и проблемы решаются, и реализация программы идет. Это в начале очень тяжелая ситуация была, но сейчас уже постепенно улучшается ситуация. В этом году вообще огромный наплыв, и вот те средства, которые были выделены, могут и не хватать. Но правительство обещает, что ограничений, если будет участники реализации, получения субсидий, ограничений выделения средств не будет, будут дополнительные средства. Я не буду останавливаться на аналитическом этом, но озвучу несколько вопросов, которые на сегодняшний день нам необходимо решить. В принципе, вот те субсидии, которые, они незначительные, они небольшие, но тем не менее на начальный период они тоже неплохую сыграли. Сейчас буквально несколько районов, 5-6 районов не участвуют в этом из-за вот этих земельных проблем, которые сейчас тоже сказали, в том числе. Ну и эти земельные проблемы, регистрация, это тоже улучшается. Там тоже появляются уже эти, уже получили доверие, и с получением доверия люди стали уже верить в это и дальше продолжать. Этот год, Международный год гор. Это объявленная Организация Объединенных Наций, и в этом году очень серьезное внимание по вовлечению, по обращению внимания на жизнь в горах, на население, которое до сих пор не было, которое нуждается во внимании государства, общественности. Это вот то, что говорили о миграционных процессах, которые приводят к оголению. Ну, понимаете, если вот так посмотреть, территория и районы, и республики, она состоит в первую очередь под номером 1, это население, это жители. Если этих жителей нет, это пустая территория, которую никому абсолютно не нужно ни развивать, ни убирать, ни собирать и так далее. Это речь идет о населении, которое имеет огромное культурное наследие в землепользовании, в жизни, в быту и так далее. И это сохранит, это наша задача сегодняшнего поколения, потому что время такое наступает или наступило, что нам нужно на это обратить особое внимание. Я хочу остановиться на том, что вот, наряду с теми субсидиями Общественная палата и Российская Федерация — это площадка какая действенная и очень серьезная, которые разработали очень серьезные рекомендации, которые уже, наверное, Общественная палата получила Дагестана. Эти рекомендации дошли до Совета Федерации, до Государственной Думы, до правительства. Сейчас начали запрашивать информации. Мы над этим работаем, и при том задача поставлена, и через Общественную палату Российской Федерации получилось
что мы должны разработать отдельный закон о сохранении и развитии горных территорий. Это даст нам большой стимул таким регионам, как Дагестан, и соответствующие программы социально-экономического развития будут в этом отношении. И вот вчера буквально даже мы находились в Гунибе и позвонили из Москвы Юрий Петрович Боденков, и он хотел попросить, чтобы мы контактировали общественной палатой. Это настолько такое удачное это получилось участие, что я хочу выразить и надежду такую большую, что общественная палата и Республики Дагестан, и общественные палаты муниципальных районов, они сыграли в этом вопросе результативные, нормальные условия, и они стали площадкой для дальнейшего продвижения этих серьезных вопросов. Я хочу предложение, чтобы через Общественную палату Республики Дагестан прошли вот следующего характера. Это для усиления и развития этих субсидий и вообще оказания государственной поддержки районам. Первое. Необходимо внести Министерство экономики и правительство идет с пониманием к этому, и надо внести изменения. Мы через это Общественная палата рекомендации разработает, я тоже буду участвовать в этом, их представит правительство, Министерство экономики и территориального развития с тем, чтобы они могли внести это предложение. Первое — это субсидии на возмещение частых затрат на строительство жилого дома в сельской местности, особенно для переехавших на жительство семей в горный населенный пункт республики, предельный размер, установив предельный размер субсидий, не превышающий 1,5 миллиона рублей. Это очень нужно, особенно для молодых семей, для молодежи, которые решают и хотят, желают остаться в горах, им помочь надо получить в первую очередь жилье. Второе, в отношении туризма есть вопросы, которые решаются через Министерство по делам туризма, но они очень тоже незначительные. В этой части тоже субсидии на создание вот этой инфраструктуры, это гостевые дома, там разного рода гостиницы и так далее, тоже не превышающие 1 миллион рублей. Но и то, пока вот так, может быть, дальше это пойдет. Практически отсутствует на приобретение, вот для субсидирования, на приобретение оборудования, инвентаря, там, техники и так далее, у людей в горной зоне отсутствует столько средств. Но у нас в республике доступ до кредитных средств тоже нет. Практически отсутствует это. Вот надо где-то запросить вот этот вопрос, чтобы через банковскую систему, федеральную банковскую систему, чтобы в республике смогли создать условия для получения кредитных средств. Установку солнечных батарей в собственных домах и на производствах. Это обосновать можно это тоже, потому что очень серьезный этот был. Очень много запросов идут по развитию пчеловодства. Там надо подумать, как либо на пасеку, либо на продукты. Дело в том, что это не для меда все. Пасека, она и для плодоовощеводства, пасека это для увеличения травостоя там, и так далее. Дагестан сегодня уникальное место. У нас, начиная пляжного туризма, заканчивая агротуризм, экотуризм, есть все условия и отличные. Но надо считать деньги. Надо считать деньги. Да, население, может быть, в серой схеме работает там, но это легализовывать надо, это поднимать надо. Почему? Потому что вот банковская система, почему у нас не кредитует? Да потому что все, кто идут туда с кредитом, у них нет истории кредита, во-первых. И минимализируют, бухгалтерию показывают, что это, грубо говоря, что вот у меня нету доходов, я не работаю там 5 миллионов, а кредит хочет, чтобы ему дали 10 миллионов. Так не бывает. Вот, есть такие проблемы. Ну, с порядками, с документами, бюрократия есть, над этим надо работать, говорить. Вот по деньгам я что хочу сказать. Я вот не зря накинул цифры. Ну, возьмем Хунзакский район вообще. Если 190 тысяч, ну пускай не 190, даже 100 тысяч, если пройдет. Пускай будет общереспубликанский возьму. В прошлом году отчитали, что 1 миллион туристов у нас прошло. Я взял 10 тысяч рублей. 45 миллиардов.
10 миллиардов. 45 миллиардов. Это... Да, ну надо нам сегодня общественникам надо обратить на это внимание, что на сегодняшний день сознательно должны относиться на места и больше дать рычагов муниципалитетам. Я вот сам бывший глава муниципального образования, 70% даже кадровые вопросы муниципалитет самостоятельно решать не могут. Должны дать представление туда, в правительство решает. Почему должен быть сельские территории горные, а заявки, гранты идут сдавать в министерство в Махачкалу? Это как в советские времена. Хлопок находился в Узбекистане, а глав находился в Москве. Надо эти схемы ломать, они не работают на сегодняшний день. И опыт, история развития России и тем более в Дагестане, это показывает, что надо уже менять отношения, как-то более доверять общественным, более доверять муниципалитетам. Если мы, вот говоря об этом, на эту тему, видя эту проблематичность, оставляем эту проблему, забыли о нем, переходим к следующей проблеме, которая еще не изучена, этот формат работы, давайте мы не будем такого формата придерживаться. Но любая инициатива, которая присутствующий здесь, член общественной палаты, видит проблему, если он готов ее глубже изучить и создать рабочую группу, мы, общественная палата, это хорошо умеем делать. У нас такой работающий орган, общественная палата. Но подход должен быть все-таки вот такой с глубоким, скажем так, подходом. Уважаемые члены общественной палаты, мне очень приятно сегодня находиться в одном из самых ярких районов нашей республики Хунзарской, где мы в эти годы отмечаем юбилей и Расула Хамзатова, и Фазу Гамзатовны. Из этого района вышло очень много знаменитых людей, которые известны не только в своем районе, не только в республике Дагестан, не только в России, но и в мире. Поэтому то, что общественная палата проводит здесь очередное свое выездное заседание совета, это нормально, это хорошо. И те 5 минут, которые мне отпущены, чтобы я свое мнение высказал, я буквально на той неделе был в 3 горных районах нашей республики, встречался с руководителями районов, встречался с населением в селах отдаленных. И все эти проблемы, которые мы сейчас здесь говорим, они там тоже озвучиваются. И я согласен в первую очередь со своим коллегой и другом Вагабом, что этот бюрократизм, который с ней очень тяжело бороться, многие вещи, которые у нас в горных районах были бы решены очень положительно, они не решаются именно и только из-за этого. Даже вот тот же этот Делим Селени, который председатель общественной палаты показывал как, и долаживал, как у них в течение 30 лет молодежь не может получить земельные участки для того, чтобы они могли создавать семьи и жить. Только из-за того, что там хозяева этих земель те. Вот такая же ситуация во многих горных районах и в других тоже. Вот пример. Кикунинский консервный завод. Вот эти банкиры, которые дают кредиты, под какими-то предлогами, не знаю как, что, почему это надо разбираться, чтобы органы разбирались, обанкрочивают эти заводы. Я сам выход из Гунивского района. Вот в моем селе родном, это Куяда, яблоки, другие фрукты, уже скот кормят и так далее, некуда девать, просто жалко на них смотреть. А мы говорим, что в горах столько консервных заводов. Вот этот консервный завод, Абдуллин Магомедович, надо заняться, посмотреть, кто его обанкрочивает. Там 350 рабочих мест было, во-первых, пропали. И почему именно вот так они поступают, вот эти банкиры, которые дают деньги, а потом не знаю почему, или руководители или кто, в каждом месте, на местах надо с этими явлениями разбираться. Если мы, общественники, за это возьмемся, они нас слушают, до них это все доходит. Мне было очень приятно, когда в горных районах люди, общественники, ваши коллеги, я вижу, здесь 5-6 районов председателей общественных палат в районе находятся, что до вас уже, что мы проводим такие везде совещания, и то, что сказал сейчас Абдулмин Магомедович, не только надо об этом говорить и проверять то, что мы говорим, она исполняется в жизни или нет. Вот над этим тоже мы работаем, и в частности я сам тоже это в первую очередь веду свою работу так, что сказал, значит проверить, сделано или нет.
И вот хотелось бы здесь сказать, может быть, кто-то сейчас подумает, что Хархачаев говорит не по теме. Вот в этом году мы отмечаем 225-летие со дня рождения нашего великого земляка имама Шамиля. Вы посмотрите, сейчас у нас, говорят, это санкции против России ввели. Вся Европа против нас. А представляете, 25 лет шла Кавказская война, и какие были жесткие санкции. Эти санкции, это цветочки, которые были санкции во время Кавказской войны. И тогда же имам Шамиль со своим руководством, которые вокруг него были, они же находили способы, как хлеб выращивать, как ткать одежду, там, материал делать, как оружие делать, как спахивать. Вот я был в Цумадинском районе, селения Хуштада есть там. Вот террасные поля, которые наши предки, вот такой вынужденные, когда были санкционные периоды Кавказской войны, они там обрабатывали земли, они сейчас пустуют. Там просто жалко на них смотреть. А там какая картошка растет, какие там экологически чистые овощи, фрукты выращивать можно. Над этим тоже надо работать. И особенно сегодня, когда вся Европа, Америка ополчилась против России, нам надо забыть эти их негодяйские продукты, которые 30 лет наших детей губили и нас самих, и выпускать нашу свою чистую продукцию. И, Вагаби, опять-таки, ссылаясь на твое высказывание, слушай, кто придумал, 15 миллионов дает кредит, и у него должно быть 6,5 миллионов денег. Абдулмумин говорит, это заведомо закон, чтобы люди не брали кредиты, и чтобы у нас сельское хозяйство не поднималось, туризм у нас слабый был. Я думаю, что хузарцы, они всегда впереди планеты все, мы с вами, мы всегда ваши помощники. На самом деле, Вагаб Гаджиевич правильно говорит, специализация по пчеловодству у нас на самом деле по линии ветеринарии слабая. Нет такого специалистов. И лаборатории тоже у нас, республиканская лаборатория есть, она проводит там несколько анализов, полный анализ, полную картину выяснять тоже вот такое. Но я сам буду ставить вопрос перед председателем комитета. Где-то специализацию надо будет отправлять людей, чтобы прошли специализацию. Сейчас больше всего ветеринаров самих нет. Вот я отсюда... Вы этот вопрос перед председателем комитета поставьте не только как главврач, но и как член общественной палаты. И молодежь не идет в ветеринарию, поскольку такой вот бесперспективная финансовая составляющая чуть-чуть такое слабая. Если хорошо подготовленный специалист не будет, он не востребован. Если полуспециалист, сейчас выпускают тоже таких. Я сам член выпускной комиссии, государственной аттестационной комиссии аграрного университета. Ну, очень слабо идет подготовка специалистов тоже. Но с каждым годом идет улучшение, конечно. Были 2-3 года тому назад плохо было, сейчас намного лучше идет и заочники, и очники. Видимо, появятся и инициативных людей, и молодежь тоже потянется, наверное. А так, больше, чем любой ветеринар, эти сами пчеловоды очень сильно развиты и изучают болезни, знают обработки, все. Сам любого. Меня, допустим, любой пчеловод может научить намного больше, чем я знаю пчеловоды. Да, такая ситуация. Пчеловодство, вот вопрос, связанный с лабораторией, мы до этого говорили, очень важен. Нам надо все моменты, связанные с пчеловодством, действительно здесь создать, так как этим промыслом у нас люди здесь занимаются. Дорогие друзья, дорогие гости, дорогие члены моей общественной палаты и глава, уважаемый Вагаб Гаджиевич, хочу вас приветствовать на нашей такой замечательной земле. Наверное, красивее, чем наш Хунзарский район, наверное, нет ни одного района. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы могли всегда приехать к нам в гости, и чтобы у вас дома не было той беды, в которой сейчас сталкиваются многие наши семьи, друзья, у которых сыновья, мужья, отцы находятся на войне в Украине. Так, хочу сказать большое спасибо
Нурмагомеду Сагаджиевичу за ту оценку, которую он дал нашей работе. Конечно, на самом деле мы стараемся работать вместе. Если какие-то проблемы есть, я обязательно захожу. Всегда для меня его двери открыты. Никогда не бывает, чтобы вот я занят или как. И когда меня уже назначили, вчера наш Камзат Магомедович предложил быть председателем Общественной палаты нашего Хунзарского района, я согласилась в знак уважения этому великому человеку. И 7-й год я являюсь членом Совета при главе по развитию гражданского общества и по защите прав человека. И все эти годы я являюсь председателем Совета по социальному и по медицинскому блоку. И была в некоторых районах. И для меня был примером отношения председателя Общественной палаты и главы муниципального района Сулейман-Стаевского района, о котором мы говорили в одном заседании Совета при главе. И вот, смотря на ту практику, которую они там вели, я старалась вот так же, чтобы у нас были такие же добрые отношения с нашим руководством. Команда тоже очень у нас интересная, я не буду у вас много времени отнимать. Единственное, хочу с вами поделиться нашим одним таким прекрасным опытом, который нет в других районах. Проблема, содержания общественной палаты, проблема оплаты труда ответственного секретаря. Инициатива была нашего нового заместителя, которому я очень рада, Кантмазу Аварскому. Создали фонд при общественной палате, который нам уже помогает в разрешении тех проблем, связанных с материальной стороной. Вот. Насколько мы продвинулись вперед благодаря этому фонду, если у вас будет время и возможность, мы вас приглашаем посмотреть наш кабинет. Спасибо большое главе за то, что нам предоставили кабинет. У нас все есть в кабинете. И недавно уже нам дали колонку, где сайт Общественной палаты района. У нас есть свой и собственный сайт. Я еще раз от всех членов нашей Общественной палаты еще раз вам выражаю благодарность. Нурмагомеду Сагаджиевичу за то, что вы нас так понимаете. На самом деле это не во всех районах есть, когда Общественная палата и глава республики, глава района находят такое, в тень темы идут. Вот есть несколько таких вопросов, которые по нашему обращению нам разрешили эти вопросы. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, конечно, сегодня здесь затронуты вопросы, которые являются очень больными для моего района. И другой вопрос, очень интересный в наше время. Вот отток населения, миграция населения. Вот есть у нас прекрасное село Дорода, чудесный природный уголок. И есть дорога, есть электричество, с водой чуть-чуть проблемы, но если поставить накопитель, проблема решается. Это небольшая сумма денег. И в этом селе выделено 5 гектаров земли на туристические хабы или на детскую турбазу в основном хотели. Но в феврале мы сдали документы Минэкономики, но до сих пор вопрос не решен. Хотели изменить статус этих 5 гектаров. Тем более вот в последнее время наш глава республики Меликов написал соглашение, договор с главой республики Комы о строительстве вот именно детских туристических баз, детских баз отдыха. Оздоровительный, да. Хотел бы к вам обратиться, нет ли таких рычагов, чтобы побыстрее можно было решить этот вопрос насчет статуса этой земли. Чтобы включиться на эту программу, чтобы подготовить документы, очень хотелось бы, чтобы в этом отношении к нам помогли. Насчет туристических, вот на данный момент у нас 4 зарегистрированных гостевых дома, 5 сдали документы на регистрацию и 1 туристический комплекс. Не считаете тех гостевых домов у частных лиц у себя дома, которые принимают. И строится в райцентре Григебли смотровая площадка при входе в Аймакинское ущелье. Выделена сумма денег 10 миллионов. И делаем работы по привлечению туристов. Есть возможность
сделать объекты гастротуризма. Особенно часто приезжают люди на мельницы, где делают урбеж, где делают кукурузную муку. Это постоянно вот раньше, которые были водяные мельницы, были разрушены. Сейчас опять начали восстановление этих мельниц именно из-за того, что очень большой туристический поток к этим мельницам. Ну и, конечно, сами знаете, гегельские абрикосы, персики тоже интересуют людей. И, что самое главное, вот в последнее время поднялось качество обслуживания на придорожных кафе, придорожных магазинах, качество продукции и качество обслуживания поднялось. Привлекают этим к себе. Спасибо. Спасибо. Ассаламу алейкум, уважаемые участники. Я уже второй раз на этой гостеприимной земле. В прошлый раз это было осенью. Мы побывали здесь и нас хорошо встречали. Спасибо Раисат Магомедовне. Она и как коллега по общественной палате, я к ней обращался по некоторым вопросам, тоже помогает. Спасибо унзахцам. Что касается сегодняшней темы, я не знал, какая тема здесь будет, но в плане, если говорить о туризме, наш район в очень удачном месте находится, и очень таких исторических событий там было, Ахульго и водохранилище Ирганайское, очень много возможностей для развития туризма, и там много частных таких кафе и смотровых площадок строится и строены по дороге, наверное, вы заметили. И к тому же и уникальный у нас промысел, насечка под берегом, Цукурская. Вот в этом смысле тоже развивается у нас там такой бизнес. Есть там для организации детского отдыха, есть лагерь «Сосна», наверное, кто был, знает, такие хорошие места, лесистые и с хорошей панорамой. Для развития туризма у нас все есть. В первую очередь хочу выразить благодарность за теплый прием главе муниципального образования Унзахский район. И также у нас, как вы все знаете, у нас тупиковый район, Чардинский район. Хоть и тупиковый район, но у нас природа очень прекрасная. Вот, чтобы не в обиду моему соседу Гунивскому, но даже лучше, чем Гунивский, у нас Чардинский очень хороший и прекрасный, и красивая природа. У нас вот в последнее время вот начали приезжать вот туристы, но просто вот нет на сегодняшний день вот условий для них, и гостиниц, и общепита, и другой. Вот надо просто создать вот минимальные условия, конечно. Вот я сегодня очень многие вот и которые вот в программе Унзахского района, это все это, которые здесь озвучили, вот эти все предложения, вот это доведу до главы муниципального образования тоже. И просто очень интересно было мне здесь вот присутствовать. И в будущем будем учиться. Спасибо. Абдулла Магомедович, еще раз благодарен вам то, что вот этот вопрос развития горных территорий обсуждается не в городе, а в действительности в горной зоне республики, в частности в Унзахском районе. То, что докладчики отмечали отток сельских жителей, это, конечно, связано с отсутствием занятости населения. Те оставшиеся жители, это не секрет, это которые заняты, работают в государственных и бюджетных организациях, учреждениях. И основная часть это жители, которые занимаются сельхозпроизводством. Это в таких формах, как личное подсобное хозяйство, и в малых формах хозяйствования, это фермерские хозяйства, споки и другие. Но то, что актуально и вот этой концепции развития горных территорий, это обязательная поддержка сельхозтоваропроизводителей. Без поддержки, конечно, не может развиваться никакая горная территория. И без субсидирования сельское хозяйство ни одной развитой стране мира сельское хозяйство не может развиваться без государственных субсидий. Здесь отмечали сложность вот этих и коррупционных схем получения субсидий. Это надо, как председатель общественной палаты говорил, это анализировать, изучить и донести до руководства республики. Поддержка вот в Унзахском районе, конечно, глава района хотел бы услышать, как поддержка идет именно
в вашем районе, вот это малых форм хозяйствования. Налогоплательщиками из этих форм хозяйствования это фермерские хозяйства, которые зарегистрированы на налоговой службе, платят налоги, обеспечивают занятость населения местных. Вот у нас такая проблема, говорю откровенно, что бюджетные учреждения, другие государственные учреждения на территории района, мы очень сильно пытаемся участвовать в вот этих аукционных торгах, да, вот, по поставке нашей продукции. Мы не можем там участвовать, там сложнейшие какие-то требования, и в основном там участники это перекупщики, спекулянты, вот так будем говорить, в кавычках, не кавычках, потому что они сидят в городах, в своих офисах и поставляют продукцию со Ставрополя, с каких-то других регионов, а мы, производители на местах, никак не можем поставлять вот эту продукцию в наши же учреждения, которые в районах. Поэтому, конечно, нужна здесь поддержка вот этих руководителей администрации местных. Ну, они тоже ссылаются на эти законодательства ТЗ-144 и другие, которые не могут они повлиять. Вот, Абдулмамин Магомедович, вот те предложения, вот те анализы, которые нужно, это законодательные инициативы, чтобы вот эта поддержка именно местных товаропроизводителей, сельхозтоваропроизводителей. В конечном итоге я уже говорил, что это мы, производители на селах ЛПХ и вот этой формы хозяйственной, эти есть основные жители вот этих сельских территорий. Вот это надо обязательно учитывать и записать в протоколе и изучить. И другие мои коллеги готовы быть в вот этих рабочих группах, комиссиях, и мы составим необходимый законопроект, инициативу, чтобы вот это внесли. Спасибо. То, что еще один момент по новому направлению вот этого туристического, это агротуризм. Вот другие, чтобы коллеги тоже знали, вот это новое направление, вот эта грантовая поддержка будет происходить в этом году, только начинает, вот, в данное время идет там прием документов. Это не как там семейных и начинающих фермеров. Этот конкурс будет проходить не в Махачкале, а прямо в Москве. Вот это. Там есть вот эта программа на 5 лет. Вот это. В этом году начало агротуризм. Именно те вот эти проекты, которые связаны с селом и сельхозпроизводителем, вот это есть вот эта поддержка по этой программе агротуризма. И, конечно, уже и Москва, у Москвы тоже такие же требования, как здесь Вагаб говорил, вот эти собственные средства, чтобы были. Там есть коллеги, которые, фермеры, пытаются у другого, третьего, там, родственников хотя бы нарисовать вот это банковской выписке, чтобы у него имеется собственные средства, чтобы участвовать в таких программах. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие на этой встрече. Мы ведущие сотрудники Института географии Российской академии наук, и мы здесь прежде всего в рамках развивающегося сотрудничества Института географии и сейчас становящегося горного центра с Общественной палатой Российской Федерации, с Межпарламентской ассамблеей стран СНГ и с общественными палатами, мы надеемся, это будет развиваться, горных регионов России. Поэтому я очень благодарна той возможности, которая нам была предоставлена, что вот мы присутствуем на этом собрании с, в общем, с очень большим количеством информации, которую мы стараемся как-то фиксировать. Что у нас была еще такая задача – понять, каким образом климатические изменения влияют на горные регионы, то есть как реагирует правительство, как реагирует население. Сегодня никто не говорил, эти слова не произносил, мы поняли, что, в общем, климатические изменения для горных регионов пока не кажутся актуальными. Хотя, казалось бы, многие говорят об иссушении земель, об исчезновении водных источников и так далее. Но вот это было наше наблюдение, которое мы будем продолжать работать на эту тему. Кроме того, я хотела бы сказать еще вот по поводу того, о чем говорил уважаемый Алиасхат Магомедович. Это террасы. Я не буду говорить об их там потенциальных возможностях использования, хотя по поводу садов они явно, в общем, видимо, будут как-то использоваться, да и используются. Я хотела бы обратить внимание тех коллег, лиц, принимающих решения, которые занимаются туризмом.
потому что террасы Дагестана совершенно уникальны, вообще говоря, в этом отношении страны, о которых об этих террасах и Вавилов писал в свое время, и у вас прекрасные историки их описывали, потому что эти террасы, террасные комплексы могут быть прекрасным туристическим объектом, потому что это не только история хозяйствования народов Дагестана, это еще, ну и природных, естественно, процессов, которые меняются при террасировании, это еще и история развития общества, потому что каким образом строили эти террасы, какова была социальная солидарность, каковы были хозяйственные правила использования их, это чрезвычайно важная часть истории. И, конечно, для туристов, особенно для научного туризма, особенно для студентов, это была бы очень хорошая тема. Вот я на этом пока остановлюсь, но я надеюсь, что вот наше сотрудничество, которое сейчас у нас очень широко планируется в институте, будет продолжаться. Спасибо большое. Хочется выразить в первую очередь благодарность Общественной палате лицея Артему Магомедовичу за такие площадки, где мы можем обсудить проблемы нашего населения и изучить проблемы и найти пути их решения. Ассоциация «Патриот», я скажу о них, в Горном округе у нас в каждом районе созданы молодежные организации, активно взаимодействуют с администрациями района, в том числе в Хунзарском районе. За это мы хотим также сегодня выразить благодарность Нурмагомеду Максутгаджиевичу. По туризму хотел бы сказать, с этого года Ассоциация «Патриоты» начали заниматься туризмом. Мы открываем кафейни, гостиничные домики. Самое главное, недавно, как вы все знаете, были спасены тонущиеся туристы. И спасатель является также представителем Ассоциации «Патриоты». И дальнейшие готовы взаимодействовать, работать в первую очередь по развитию молодежи и молодежной политики. Спасибо большое. Приветствую всех на благодатной земле Хунзарского района. Мы очень рады. Спасибо вам всем, что организовали здесь, именно в Хунзарском районе, такую встречу. И я бы хотел поблагодарить Абдулмина Магомедовича, также поблагодарить хочу главу нашего района Нурмагомеда Максутгаджиевича за ту поддержку, которую он делает для молодежи района и для туризма района. Также вы, как увидели вот, презентацию отдела молодежи и туризма, тоже у нас очень хорошо работает. И у нас в районе работа идет очень хорошо, потому что, как наш Нурмагомед Максутгаджиевич сказал, что мы работаем все вместе. И общественная палата, и молодежь, деловая молодежь Хунзарского района, и администрация, мы всегда работаем вместе и помогаем друг другу. За это у нас работа идет хорошо. Поэтому вам всем спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Абдулмин Магомедович, спасибо за предоставленное слово. Наша организация называется «Маяки дружбы». Организация у нас международная. Мы занимаемся изучением объектов культурно-исторического наследия. И на территории Дагестана тоже мы проводили работы в Гунибском районе, в Ботлихском районе. И, конечно же, все, что мы проводим, все красивые места, которые у нас есть в Дагестане, мы это освещаем на федеральном уровне. Все те объекты культурно-исторического наследия, которые у нас есть в Дагестане, и те, которые нуждаются в реконструкции или же в доработке каких-то, то это мы уже готовим документы и помогаем всем тем структурам, которые в дальнейшем будут помогать в реконструкции этих объектов. Здесь работают очень талантливые, очень... И вообще сам район, вы сами видели, пока мы ехали сюда, я сама училась аранить в 6 классе. В 6 классе училась, и мне, конечно, все здесь знакомо, потому что у меня очень все родное для меня. Просто вот пока ехала, уже я, наверное, забыла, я была очень маленькая, но вспоминала такие красивые места, такие действительно, нигде таких мест нету ни в одном районе. Лучше, наверное, Хунзаха, только Хунзах. Поэтому я думаю, я сегодня говорю,
потому что На втором месте оторвать я просто не могла. Мы не могли, просто вот смотрим, я говорю, подожди здесь, останови. Мы же спешили все. И настолько действительно, вот все здесь красиво. Хунзах можно назвать городом. Да. Я всегда и называю Хунзах город. Поэтому и такие же вот действительно и места красивые, и люди очень красивые, умные, работоспособные. Я знаю Раисат, 4 года она с нами работала, она была членом общественной палаты. Столько мы с ней сделали, где только мы не участвовали, где только мы не принимали. Вот так хорошо шла работа вот вместе с ней, потому что она очень действительно тоже человек тоже такой большой буквы, можно сказать, человек, который занимается сиротами по всему Дагестану, человек, который им помогает, даже она ищет жилье, находит спонсоров. Сейчас в наше время очень трудно найти спонсоров, а бизнесмены сейчас, они сами страдают, у них очень плохо, действительно, вот бизнесом у нас, кроме туризма, по-моему, пока на сегодняшний день такого бизнеса я не вижу в Дагестане. И, конечно, нужно развивать туризм. Конечно, будет большая польза, особенно для Хунзарского района, я считаю. И по всему общему Дагестану, конечно, развитие туризма – это прибыль, это экономическое развитие Дагестана. Я думаю, будем развивать вместе со всеми. Мы друг другу должны помогать, поддержать друг друга. Что вы, хочется огромное спасибо сказать главе района Нурмагомеду за то, что вы создали такие хорошие условия для работы общественной палаты Хунзарского района. И в моем родном Гумбетовском районе нет общественной палаты. Нет общественной палаты еще в городе Изберге. Вот, если общественная палата, вот как Раисат Магомедовна будет работать, председатель общественной палаты, и район будет развиваться, и туризм будет развиваться. И я думаю, в общем, все это согласовано с общественной палатой Республики Дагестан и общественной палатой Российской Федерации. Мы очень даже хорошо работаем и продолжаем работать. Я думаю, общественная палата действительно нужно очень большое значение придавать. Потому что от их работы зависит вся работа муниципалитета. Тем, кто живет в районе, хотел бы посоветовать вообще изучить мировой опыт организации туризма. Вы можете найти 1000 вариантов, как использовать свои поселки, горы, долины, реки, все это в интересах ваших жителей. Есть такое понятие экотуризм, этнотуризм, и вообще туристический туризм, уже говорят, есть. Значит, открывать дома, в которых пища становится одним из предметов интереса туристов. И вот то, что сейчас вот мы говорили о том, что у нас денег не получает бюджет, это связано не с тем, что туристы что-то оставляют у продавца, у того, у кого ночует, у кого есть он. Если район организует свои туристические предприятия, фирмы, кто обслуживает их, то, естественно, будет оседать часть этих денег в муниципальном бюджете. Я так для себя знаю, что Цумадинский район у нас совершенно стихийный туризм. У нас есть люди, которые набирают уже в Махачкале маршрутку, везут их, так, там где-то ночуют, там где-то едят, где-то на голову поднимаются, и никакого государства, и никаких налогов, ничего их не интересует. И они так говорят, пока никто нами не интересуется, мы будем зарабатывать по полной мощи. Это мощь заключается от 200 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. Зарплата, то, что им остается. Всего лишь? Нет, это месяц, это и мало. Поэтому чем быстрее государство, чем быстрее наши органы власти включатся в эту систему организации туризма, тем больше и будет развиваться вот то, что мы называем и налоговая база, и еще какие-то сферы связаны с этим. И еще уже есть понятие образовательный туризм. Значит, может быть, у нас в Дагестане еще его о нем не слышали, но уже впервые в Дагестанский государственный педагогический университет приехали люди, которые свое присутствие, обучение магистратуры назвали образовательным туризмом. И они сейчас предполагают защитить грант на эту тему и тоже вовлечь в это дело многих людей по стране. И еще, мне очень близкая тема, связанная с музеем Гамзата Цадасы, то, что у вас был поэт Аббас Магомед,
еще 2 народных поэта. И я думаю, такой туристический маршрут, связанный по местам поэзии в Хунзарском районе, был бы замечательным таким туром. Я приехал из Башкирии, ректор педагогического университета, и первое, что он у меня попросил: отвези меня в дом Гамзата Цадасы. Я и жил Расул Гамзатов. Оказывается, он родственник Мустай Карима, и у него остались воспоминания о том, как он рассказывал про Расула Гамзатова. И говорит, моя такой жизненная задача была побывать в тех местах, где эти люди росли, жили и так далее. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, конечно, несколько слов не сказать я не смогу. Я хочу поблагодарить всех вас, которые вот сегодня сидим мы, коллеги, и обсуждали тему развития горного Дагестана. Я получил большое удовольствие от ваших высказываний. Я тоже вырос в районе. Я эти проблемы тоже немножко представляю, хотя большую свою жизнь прожил в городе. Да? А то, что мы сегодня с вами понимаем и обсуждаем темы, над которыми нам надо работать, и я слушаю вас всех, я понял, что вы озабочены, вы на правильном пути и делаете все, что вы можете и надо делать для того, чтобы не забыть наши горы, не забыть то, что делали наши отцы и деды. За это хочу вам поблагодарить. Я первый раз в Хунзахе. Вы знаете, не забудьте о том, что я буду теперь один из тех людей, которые будут говорить, что такое Хунзах и как тут красиво. Но постараюсь внести свою лепту, чтобы побольше было в этом прекрасном районе туристов. Я желаю вам успехов и удачи. Спасибо вам всем. Мне очень приятно видеть сегодня в этом зале людей, состоявшихся, людей с большим жизненным опытом, мудрых, людей, которых интересно слушать и делать необходимые выводы из этих выступлений. Также, как члену Общественной палаты Хунзахского района, мне очень приятно отметить, что Общественная палата Республики Дагестан уделяет достаточно, на мой взгляд, внимание общественным палатам, которые работают, трудятся и вносят свой вклад в социальную жизнь населения в горных районах, в данном случае и в Хунзахском районе. И вот сегодняшнее наше мероприятие, выездное заседание, лишний раз говорит о том, что в этом направлении члены Общественной палаты и председатель Общественной палаты делают определенные, нужные, необходимые шаги. Те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, они действительно очень актуальны, не насущные, назревшие. Что такое внутренний туризм в Хунзахском районе, в том числе, начали понимать, может быть, второй, может быть, даже в лучшем случае третий год. Вот, актуальность развития горных территорий и актуальность развития горного туризма, они переплетаются друг с другом. Они взаимодополняют и поддерживают друг друга. Поэтому повторяться не буду, те вопросы, те выступления, те, значит, замечания, те мысли, которые сегодня в этом зале прозвучали, я так думаю, что они были интересны для всех, и прежде всего для меня, как человека, который первый раз принимает участие в работе, значит, Республиканской общественной палаты. Мой двоюродный брат Гамзат Магомедович тоже определенную лепту внес в том, чтобы Общественная палата Республики Дагестан получила определенное развитие. И очень рад, что эти традиции и необходимые для такой важной работы, значит, шаги поддерживаются его последователями и соответствующим образом
вижу, что определенные позитивные изменения в нашей социальной жизни вносит в том числе, а то может быть и в первую очередь Общественная палата Республики Дагестан. Мне остается поблагодарить всех участников сегодняшнего заседания, поблагодарить нашего главу, который с таким терпением отсидел до конца нашего заседания, вникал в эти вопросы. И я думаю, что польза от того, что глава Хунзарского района сегодня услышал вас всех, и я видел, что он очень внимательно слушал, и для развития, для решения этих вопросов, для помощи Общественной палаты Хунзарского района с сегодняшнего дня он, я надеюсь, уделит еще больше своего драгоценного времени, и это даст нам возможность развиваться дальше и вносить свой скромный вклад в эти нужные, необходимые, актуальные вопросы. Спасибо за внимание. Я с вами поговорила, я поняла, что я солидарна с вашим мнением, что да, программа есть, все есть, но то, что до меня еще было сказано, вот нигилизм населения не дает работать этим программам. Вы даже создали так много рабочих мест в школе, и вам трудно вовлекать на эту работу населения. Наверное, здесь нужно какие-то действительно поработать научным институтом, как вот возродить тот дух этих населенных пунктов, чтобы людям хотелось здесь достигать каких-то своих задач, целей, такой вот, служебных каких-то карьер, чтобы они знали, что здесь их ждет карьерный рост, будущее, финансовое будущее, семейное счастье, досуг. Все это важно для того, чтобы молодое население видело свою жизнь здесь в будущем. Но побывав здесь, я в таком восторге, здесь все на таком цивилизованном уровне. Инфраструктура, дома, вообще эстетика, этика, руководитель, вот настолько интеллигентный человек. Вот я попросила его, я говорю, он сам собирался сюда, и говорю, пойдемте, вас все ждут. Он говорит, да я и так вот иду. В общем, я в восторге от этого всего, это благодарю я вас за это все. Но вот сейчас я работаю тесно с унцукульскими ремесленниками, Шамилем. Мы уже сделали образец на емкость меда премиум формата. Вот я работаю над проектом, как интегрировать народные промыслы в современные тренды. Наверное, нужно искать какие-то современные тренды, чтобы вот эту архаику как бы снова оживить и уже более утилитарно в современном мире использовать. То же самое гацаты, те же самые ремесла. Нужно, работая с дизайнерами, в новом формате. Не так, чтобы это было как раньше, в старину абсолютно. И раньше надо сохранить, но нужно внедряться в новые тренды и эту современность привлекать именно вот в центр, районный центр. Но я, например, вижу в этом районном центре абсолютную современность. Благодарю. Уважаемые друзья, коллеги, наверное, так можно сказать, то, что сегодня здесь услышал, практически все проблемы, которые есть в нашем районе. То есть ничего нового, ничего сверхъестественного, наверное, мы не высказались, но очень хорошее высказывание Абдулмумина Магомедовича. Мало того, что мы говорим, озвучиваем проблему, а вот решать эту проблему, смотреть в корень этой проблемы, конечно, нам тяжело. Всем тяжело. И мне было тяжело 3 года назад, пока не был в муниципалитете, пока работал в другой структуре. С той стороны смотреть на эти проблемы было очень легко. Очень легко и без проблем. Вот все говорят, отток населения это с гор. Да? Вот почему идет отток населения? А что? Газа нет в горах, газ есть, воды нет в горах, вода есть, света нет в горах. Вот за последние 3 года в районе зимой, да, электрическое напряжение не совсем большое,
может быть, где-то какие-то упущения есть, но свет не отключается. И зимой, и летом, это редкое исключение бывает, чтобы если чрезвычайной ситуации нет, то свет не отключается. Асфальтированные дороги вообще в районе нет населенного пункта, где на камне нельзя доехать. Из 59 населенных пунктов в любой населенный пункт можно ехать на камне даже в сегодняшнюю погоду, после этих дождей. Никаких проблем нету, есть доступность. Абсолютно все условия созданы в районе. Но люди все равно не хотят. Люди все равно, есть, не знаю, что их манит в город. Вот здесь говорят, рабочая сила, не хватает рабочих. У нас есть где-то около 25 СПК. Самая маленькая площадь земельных участков в зоне отгонного животноводства, это Хунзарского района, всего 50 тысяч гектаров. У некоторых районов одно хозяйство 35-40 тысяч гектаров имеет. У нас всего на весь район мы имеем 55 тысяч гектаров земли, из них 10 тысяч гектаров пашни, остальные пастбища. И на этих землях мы держим, вот сейчас мы перегнали 200 тысяч голов мелкого рогатого скота. Ни один человек, ни одного человека нету из района. Ни в перегоне нету, ни чабанов нету, ни механизаторов нету, ни одного человека нету, чтобы на этих СПК работали с нашего района. Да, вот такая тенденция, непонятно откуда идет, почему. Не потому, что деньги не дают. Деньги дают, с других районов другие люди идут, работают, а наши жители, ну и в том числе, я думаю, что и все остальные, у всех остальных районов такая же система. Здесь говорили про террасное земледелие. Это очень тяжелый вид земледелия. Горные долины, садоводство, террасное земледелие, это наши предки из-за отсутствия земель это все террасы делали. Но сейчас никто не хочет этого делать. Да, вот поднимали здесь вопрос климатических изменений. Очень большие изменения произошли. Буквально за последние 30 лет количество осадков в зимний период уменьшилось как минимум десятки раз. Уменьшилось. Практически снега нету зимой. Раньше по Хунзаху многие районы здесь и проезжали через Хунзах, ездить невозможно было. Всегда были заносы, снегопады большие. А сейчас практически зимой 10-20 сантиметров снега у нас не бывает. Есть вероятность исчезновения питьевой воды, что оно практически меньше становится. Мы вот буквально в прошлом году 18,5 километров водопровод провели только в один населенный пункт. Один водопровод. А таких 4 у нас только для Хунзаха. Не говоря уже о других населенных пунктах. Эта тенденция такая идет, которую мы хотели бы решить сегодня, сиюминутно, но ее невозможно решить. Нужно искать вопросы, нужно искать решение этих проблем. Озвучивать эти проблемы, конечно, легко, очень легко бывает озвучить любую проблему. Тот же самый вопрос закупки. Да, федеральный закон 44, не совсем правильный, но с другой стороны, кто мешает нашим предпринимателям поставлять продукцию в садик, например? Ее же никто не закупает, ее же не иностранцы закупают. Например, есть Газоатлетский консервный завод поставил задачу, что всю продукцию этого завода поставлялись на садик и в начальные школы, то есть для питания начальных классов в школах. Но не всю продукцию можно поставлять. И не поставляют продукцию не потому, что мы не хотим. Мелкие предприниматели, переработчики не проходят всю необходимую процедуру. Не регистрируются в Меркурии, не проходят сертификацию, а потом, не дай бог, там что-то станет с ребенком, за это же надо отвечать. За это все. Вот наш военный городок, который здесь, военная часть пограничного управления, обслуживается чуть ли не Хабаровском или с Дальнего Востока, где поставляется продукция. Мы не имеем туда вариантов поставлять продукцию. Те наши производители, которые маленькие производители, вообще производители не хотят кооперироваться. Что такое кооперация, потреб кооперации, забыли вообще наши люди. Каждый человек хочет индивидуально 10 соток земли переработать, с учетом этого 10 соток земли, конечно, он не может получить субсидии, дотации, не может получить, там какая-то определенные условия есть, в этих законах тоже, которые идут. То, что касается переработки, да, я очень хорошо помню вывеска, которая висела на заводе, Газоатлетском консервном заводе, 5 миллионов условных банок в год.
да, а этого же нету сейчас. Этого завода вообще нету. Этого завода нету, этих садов нету. А как это все восстановить? Что первичнее, вложить несколько сот миллионов рублей, восстановить завод, или сперва сделать сады, чтобы была продукция, потом, чтобы восстановить завод. Восстановить сады невозможно, потому что та поливная вода, которая практически нет на сегодняшний день. Это вся проблема, которую нужно решать. То же самое специалисты, которых не хватает, остро не хватает. И в сельском хозяйстве не хватает, и вообще во всех отраслях не хватает специалистов. Начиная с 90-х годов нету специалистов. Вот держим в отделе сельского хозяйства одного агронома, одного зоотехника, держим, чтобы на всякий случай, чтобы отправлять по хозяйствам, какую-то помощь оказать. А как оказать помощь одним агрономам на 24 хозяйства? Или там, а в горах практически нету ни одного агронома, чтобы садоводство развивать. Вот здесь в Хунзах, на самом плато, вот раньше, я не знаю, может другие помнят, 2 комбайна, 3 комбайна работали, убирали урожай. А сейчас ничего не сеется. Редкое исключение, где и кто-то там вот из-за потребности в этом году картофель начали сажать. Эти все проблемы, они есть. И не потому, что мы не хотим решать эти проблемы. Вот я пример приводил, еще раз могу привести пример. Рабочих мест в районе очень много. Все говорят, маленькая зарплата, не хватает заработной платы. Почему-то удивительная вообще ситуация, как работает администрация муниципалитета, как работает, я вообще удивляюсь. Главный специалист, который работает 20 лет на муниципальной службе, получает 18 тысяч рублей. Вы представьте себе зарплату муниципального служащего. Как этих муниципальных служащих держат на работе? Ни одного человека говорит, они, да, все говорят, у учителей маленькая зарплата, у врачей маленькая зарплата. Меньше, чем у муниципальных служащих, зарплаты нет ни у кого. И поэтому требуют от муниципальных служащих, чтобы создать отдел компетенций. Да, никаких проблем нету. Мы можем создать отдел по компетенции, собирать документы, организовать людям помощь. Но люди же должны платить. Они же не хотят, они же сразу говорят, муниципалитеты взятки берут. А это нельзя делать. Муниципалитетам нельзя зарабатывать деньги, муниципалитетам нельзя что-то делать, а создавать эти условия. Конечно, я же пример привел, малогабаритную технику, мой специалист сам, для примера, чтобы все увидели, сам купил, показал, что можно получить возмещение этих денег. Сам, хотя бы, чтобы на этом люди могли принимать участие. Не принимают участие люди, потому что не хотят регистрироваться. Вот здесь хороший пример приводили, налоги. Если люди не состоят на налоговом учете, они гранты не получают. Ни в одной программе они не имеют права участвовать, если они не состоят на налоговом учете. Все говорят, налоги большие, но вот здесь хороший пример приводили. Туризм – это самый доходный бизнес. На сегодняшний день в республике и в России нету лучшей работы, чем заниматься туризмом. Вложенный рубль в туризм дает как минимум рубль в течение месяца. 190 тысяч туристов, если приехали в Хунзарский район, если они потратили 500 рублей каждый из них, 80 миллионов, 90 миллионов рублей остались денег у наших жителей. Они же никуда не ушли. Деньги же остались здесь, но с 90 миллионов, если они здесь остались хотя бы 1 миллион, я думаю, что налоги должны были платиться, потому что мы им дороги строим, мы им условия все создаем, мы привлекательность создаем для этих туристов. Но общественность наша еще не совсем сознательно относится к таким вопросам. Когда мы говорим, зарегистрируйтесь, они прямо говорят, а что вы сделали для нас? Вы что ли для нас это предприятие открываете? И еще здесь раз много вопросов поднимали по туристической отрасли, наверное, нужно сказать, отсутствие кадров обслуживающего персонала. От того, что мы будем строить гостиницы, от того, что мы будем строить рестораны, кафе, ничего не получится у нас. Если мы будем подавать тот же хинкал, то же сушеное мясо в тех же бурках, ничего не получится. У нас должен быть обученный персонал, и этих людей надо готовить сейчас, пока мы не построили вот эту всю инфраструктуру, мы сейчас должны готовить. У нас в республике нет такого заведения, где можно готовить специалистов именно в туристической отрасли. Надо начинать с этого. Если мы это не сделаем,
кулинарное училище было раньше какое-то, потом где-то, профтехучилище. Профтехучилище какие-то, где можно обслуживать население, если мы, когда выезжаем за пределы республики, вот в Дербент или там в Азербайджан, когда выезжаем, мы же удивляемся, какое хорошее обслуживание. А у нас еще мы не готовы к тому обслуживанию. С этого тоже надо, наверное, начинать развитие туристической отрасли. И требовать, вот как Айтмаз Заварский сказал, в течение 3 лет, чтобы этот регион стал супертуристическим, когда Гуневский район со времен коммунистических времен, там этот Орлиное гнездо и так далее, то туристические отрасли в Гергевеле, это все было, где-то что-то было. Требовать, наверное, за 3 года нельзя, но я думаю, что в течение 5 лет Хунзарский район станет еще намного привлекательнее, еще более доступный, и людей здесь будет очень много. Хотелось бы сказать спасибо всем за вот ту информацию, которую вы мне дали, когда говорят, что вот как тяжело терпеть, вот та информация, которую я сегодня получил, мне же все равно надо было ездить по всем селам и собирать эту информацию. Я ее сегодня здесь, сидя в кабинете, получил. Хотя вся эта информация, все эти жалобы, это и есть обращение населения. Единственное лишь, еще раз повторюсь, не все обращения можно решить сиюминутно, не все обращения можно вообще решать, потому что нам легко бывает говорить там что-то, чтобы решить какую-то проблему, а вот в корень этой проблемы мы должны, наверное, посмотреть с точки зрения возможностей наших, с точки зрения реалий, современных реалий. Я почему изначально говорил, из такого скудного бюджета Хунзарского района 10 миллионов у нас лежат в резерве. Я их трогать не могу. Ничего делать я не могу. Те деньги, которые изначально были заложены на ремонт школ, на ремонт садиков, на другие какие-то социальные вопросы, которые я должен был делать, эти деньги у меня лежат сейчас мертвым грузом. Почему? Потому что из-за этих экономических санкций мы не знаем, что у нас будет завтра. Вот у меня здесь, я вам хотите покажу, где-то, по-моему, 350 банок тушенки лежит на складе. В пределах 10 тысяч тонн муки лежит в контейнерах. Ну, вдруг мало ли что может случиться. У нас люди, которые сегодня могут остаться без средств к существованию. Это мы не застрахованы от этого всего. Поэтому такие вопросы у нас мы должны изучать. Мне очень легко было, я же говорю, я работал в БЭПе, мне так легко было рассуждать это все, людей там дела возбуждать, сажать и так далее, и так далее, и так далее. А когда сюда пришел, теперь начал понимать, что это не так легко. Подумал, вот эта бутылка минералки стоит сейчас дороже, чем бутылка натурального сока. Как наши люди будут конкурировать, выходить на рынок? Невозможно это все делать, пока, вот правильно здесь сказали, пока не будет субсидировано. Ну, субсидирование тоже разное бывает. Вот раньше субсидировали газ, это, и непонятно, куда эти деньги уходили. Начали на лицевые счета людей, заставляли, вот, ты заплатил за электроэнергию, тебе субсидию платят. 90% меньше стало людей, которые получают субсидии. Точно так же и производители станут меньше, если мы будем целевое субсидирование проводить. Ну, много вопросов, я думаю, что благодаря таким встречам, благодаря таким заседаниям можно решить. Спасибо вам еще раз за то, что приехали. Спасибо, что дали такую информацию. Спасибо. Коллеги, ну я, наверное, не ошибусь, если скажу, что у нас состоялся хорошая встреча, хороший разговор, хорошая организация. И вот это все, когда изначально тема эта поднималась, наш член общественной палаты Кайтмаз, значит, был инициатором этого, имел твердую позицию, а это очень важно, когда человек за что-то берется, значит, расположить ситуацию так, что он, значит, знает, что он делает, знает, за что он взялся, и знает, какое будет начало и какой будет финиш. И вот мы видим, и начало было прекрасное, и финиш хороший. Это относительно этого мероприятия. Но
Девиров Кайтбас к тому же является очень нашим активным членом общественной палаты, заместителем председателя комиссии общественной палаты по образованию, культуре, спорту, туризму. Я думаю, что вы не будете, поддержите меня. Я хочу от имени общественной палаты вручить Кайтмазу почетную грамоту общественной палаты. Много раз командировку отправляла, все поручения выполняла. У нас очень приятное впечатление оставил глава района. Я хочу, чтобы нам он запомнился, нам этот день запомнился. Я хочу, чтобы и он знал, помнил об общественной палате. Я хочу вручить Нурмагомед Максут Гаджиевичу вот такую книгу общественной палаты. Это не каждая общественная палата может этому, как говорится, похвастаться. Это книга об общественной палате со дня ее становления. Я думаю, что в администрации Хунзахского района эта книга займет достойное место. Это администрация района. Но я хочу также с удовольствием вручить. Это первый такой подарок общественной палаты главе района, главе муниципального образования. Памятные часы общественной палаты. Они имеют соответствующую надпись, они действительно памятные, а работают, говорят они так, что кремлевские часы иногда сверяют они.